Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Конфуций говорил: того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности. Северному завозу, который так или иначе связан с большими и малыми, близкими и далекими трудностями, посвящен наш сегодняшний выпуск. Почему именно сейчас в эфир выходит программа, посвященная Северному завозу? Ее актуальность обусловлена коротким периодом работы по автозимникам. Основные дороги открылись относительно недавно, а время есть только до середины апреля. Вспоминается реплика о Северном завозе на одном из заседаний в Государственной Думе. Цитата: «Вот представим, что федеральные органы власти оказались в таком же положении, как региональные. За 3 месяца необходимо решить глобальные проблемы года». Конец цитаты. Гаврил Прокопьевич, а всегда ли Северный завоз означает аврал и экстрим? Ну, я бы не совсем сказал бы, да, аврал, потому что все-таки эти вопросы заранее планируются. Вот, поэтому своевременно выходят распорядительные документы по правительству. Вот, в частности, в навигацию, то есть завоза будущих периодов, вот у нас в феврале 2019-го вышло правительственное постановление, где были утверждены общие объемы завоза по республике в целом, да, в том числе и навигация этого будущего периода. А что касается зимника, который вот сейчас происходит, это правительственное распоряжение вышло 25 декабря 2015 года за номером 1568, где, значит, вот 629,5 тысяч тонн была поставлена задача завозить в зимний период и доставить до населенных пунктов, чтобы был нормативный переходящий запас к следующему отопительному периоду и начать отопительный период вовремя. Насколько выполнен план завоза по зиме этого года? На сегодня факт завоза составляет 75% от плановых объемов. То есть 629,5 это план, на сегодня 474,3 сегодня выполнено. Но это данные 20 марта. Контроль ведется нашим министерством ежесуточно, то есть предприятия, кроме выходных и праздничных дней, ежесуточно предоставляют эту информацию. А на уровне зампреда правительства еженедельные совещания проходят. Гаврил Прокопьевич, Северный завоз зависит от слаженной работы всех привлекаемых организаций. Все ли работают хорошо? Ну, стараемся, потому что все, вот как я говорил, планируется заранее в соответствии с планами предприятия проводят опережающие конкурсные торги по поставкам ресурсов и, соответственно, по перевозкам их до доставки с учетом переработки. Вот, например, навигационный этого года по углю, например, ГУП жилищно-коммунального хозяйства полностью контрактована, это поставка угля. Сейчас идут процедуры по перевозкам. Ну и энергетики также у них на стадии процедурного оформления. Ну и, соответственно, так сказать, суммы закупа и с учетом транспортных расходов огромные. Вот на все, про все необходимо, будем говорить, 4,6 миллиарда рублей. Представляете? И необходимо вот оплата, сейчас вот уже скоро навигация, не скоро, навигация начнется, так сказать, в конце мая, в начале июня, будем говорить, в июне навигация начнется. Мы уже в апреле, в мае и в июне должны большую часть этих средств заплатить перевозчику. Понимаете, вот сложно. Значит, нам надо сейчас работать с привлечением кредитов и так далее. Ну, соответственно, планирование проходит на стадии защиты тарифных источников предприятий. Соответственно, они там защищают свои затраты будущих периодов, и, соответственно, закладывают в тарифные источники. Конечно, бывают какие-то отклонения возможные, связанные с природно-климатическими условиями.
А погода преподносит сюрпризы? В этом году, ну и вообще вот последние 3 года мы наблюдаем позднее открытие зимников. Да? Это связано, ну, видимо, с изменениями климата в целом. Вот в этом году у нас от 16 суток отодвинулось начало открытия зимников. В некоторых направлениях до месяца, там больше. Ну и, соответственно, еще ограничение грузоподъемности автомашин вот, до 30 тонн установлено в начале февраля. И, соответственно, декабрьские, январьские объемы получились у предприятий отставания. Но я думаю, к концу марта вот этот разрыв 3-4 сутки, на который сегодня присутствует отставание, они ликвидируют и выйдет на как бы плановый график. Ну и, соответственно, рассчитываем до конца закрытия зимников выполнение составить 100%. В этом году особенностью являлось то, что было начало теплой зимы. Ну, соответственно, дороги, так сказать, по зимнику, зимники открылись позднее обычного. Ну, какие проблемы есть? Я уже первый сказал, что это начало теплой зимы. Вот. Ну, знаете, что расстояние у нас огромное между нашими населенными пунктами. Вот. Природно-климатические условия то же самое оказывают свое влияние на, так сказать, проблемы. Ну, известно, что еще одна из проблем у нас небольшие населенные пункты. Вот в этих небольших населенных пунктах, соответственно, отсутствует и транспортная инфраструктура, отсутствуют и, будем говорить, крупные перевозчики. У нас для этой цели имеется 60 единиц техники. Ну, помимо того, в этом году вот мы наблюдаем из-за вот этих проблем нехватки страховых запасов предприятий. Мы ощутили в Абыйском районе, вот ежегодно ощущали по Анабарскому району. Ну, всего вот у нас 13 направлений, да, районов, где сейчас на сегодня уже необходимо принять решение по увеличению страховых запасов. Ну, на то министерство сейчас совместно с предприятиями подготовили предложения, определены объемы. На сегодня мы в срочном порядке по 3 направлениям приняли решение по ГУПу ЖКХ, соответственно, по Абыйскому району. Уже дополнительный объем завезли, 1500 тонн угля. Сейчас идет завоз из Жабарик-Ихая до Батагая для Верхоянского района. До 1 января мы работали в 17 районах, плюс получили мы еще 21 станцию с 1 января и работаем сейчас в 23 районах нашей республики. Есть такие населенные пункты, где мы практически работаем с колес. То есть вот, объемы имкостного парка не позволяют весь годовой запас принять так сказать, единовременно. И поэтому приходится, так сказать, привлекать малотоннажный транспорт и, будем говорить, работаем практически с колесами. Вот эта проблема существует. Но это же из года в год. Это из года в год, да, из года в год. Ну, требуется, ну, знаете, что многие станции построены еще в советские времена. Да, вот, и проблема вот, имкостного парка, она очень остро встает. Мы, правда, меры принимаем, мы освоили, в нашем производственном центре будем говорить, строительство имкостей. Вот, и сейчас приняли решение по инвестпрограмме, мы 2-3 будем на двух-трех населенных пунктах, на 2 или 3, будем говорить, дизельно-электрических станций, мы производим модернизацию, реконструкцию имкостного парка. В начале марта информационные агентства распространили информацию о том, что в Нижнеколымском районе Якутии сохраняется напряженная ситуация в отношении зимних грузоперевозок. Проблема в самом деле существует по Андрюшкину, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Вот поэтому сейчас дело идет к выправлению. Вот, поэтому там, значит, вопрос из 2 сторон, да, как бы и Среднеколымская дорога, и самое главное, основной у нас нефть находится в Черском. Вот оттуда сейчас, нормально сейчас дорожники
уже содержит этот автозимник. Вот, поэтому идет, мы думаем, что до конца автозимника там полный объем будет завезен. Да, есть у нас проблемы и по Среднеколымскому району в этом году, и не только в этом году, и в прошлом году ощущали нехватку ресурсов топливных в связи с тем, что вот немножко затягивается открытие вот этих зимников. Вот поэтому и требуется создать необходимый месячный запас, чтобы спокойно, не зависеть от природных капризов, да, и спокойно, значит, при открытии нормального зимника планово завести тот объем. Жан Семенович, так как на данный момент обеспечивается безопасность жизнедеятельности населения по Северному завозу в категориях продтоваров и сельхозпродукции? Сегодня сельхозпродукции – это овощи, у нас 57,3 выполнения, но на самом деле, да, там именно автозимники, то есть по планово идет, планово ввозят. Сено сегодня 72,2%, это то, что тоже планово все ввозится. Продтовар сегодня 67%. Это у нас на самом деле здесь две позиции по продтоварам. Да? Это у нас межелузка, то есть мы отправляем сперва до улусных центров, по некоторым улусам сразу до труднодоступных населенных пунктов, а в основном это северные улусы, например, сперва подходит райцентр, там формируется по труднодоступным населенным пунктам фур и направляется. И поэтому там сроки, например, по внутриулускам, по северным рекам, это до 25 апреля. Ситуация постоянно меняется. В этом году более или менее успешно прошли навигацию в полном объеме, завезли, а позапрошлый год был тяжелым. Да. Что будет в этом? Мы тоже не можем знать. Правильный путь никогда не долг, гласит итальянская поговорка. Однако это тот самый случай, когда с народной итальянской мудростью можно и поспорить, поскольку долгими, но правильными путями обеспечивается надежность и стабильность Северного завоза. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.